Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. Сегодня мы с вами снова повторим расклад скороговорка, который, знаете, вот такой вот древний бабушкин способ сейчас, через час, к вечерочку на всю ночку. Наверное, слышали о таком раскладе когда-нибудь. И давно-давно я его не делала. Раньше я его делала там, по-моему, где-то на несколько позиций. А сегодня мы сделаем на одну позицию. И чтобы вы точно знали, ваш этот расклад или не ваш, давайте выберем один из двух камушков. Пусть они будут похожи друг на друга. Вот, значит, здесь у нас моховый агат и гавлит. Вот они чем-то чуть-чуть похожи друг на друга, да? И вот вам надо интуитивно из двух почти одинаковых камней выбрать тот, который я загадала. Если вы угадываете тот, который я загадала, то расклад сейчас через час вечерочку на всю ночку ваш. Если нет, на самом деле вы тоже можете его смотреть, потому что вас могла подвести интуиция при выборе камушка. А еще бывают даже люди, я читаю в комментариях, кто камушек выбрал правильно, а расклад оказался не тот. Поэтому сильно на это не обращайте внимания. Ну вот, выберите один из этих двух камушков, какой я загадала. И это значит, что если вы угадаете, то смотрите расклад уже с чистой совестью, но оглядываясь. Если не угадываете, смотрите все равно, если хотите. Итак, сосредоточились. Да, я выбрала моховый агат. Если вы тоже выбрали моховый агат, значит, конечно, обязательно смотрите. Если нет, смотрите все равно. Я буду сегодня использовать для гадания Таро «Хорошей кармы». Я уже использовала его сегодня на канале «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина. Кто вас неожиданно куда-то пригласит, куда, зачем, почему. То есть там такой расклад сегодня. Вот, расклад приглашения, да, расклад приглашения. Так, смотрите, карта перевернулась у нас. Паж жезлов. Видите, скоро кошеварить будете, да? А может быть, какой-то очень старательный человек появится в вашем поле зрения и будет с вами общаться. Так, ну давайте сдвинем 3 раза, как обычно. То, что вы ко мне пришли на расклад. Мы сели, кофейку или там какао или чай заварили, да. Сейчас осень, какао в моде. Какао в моде, да. 3 раза сдвигаем. Еще компот в моде, горячий. Так, смотрим. Туз жезлов, послание Вселенной для вас. Ну, вам нужно вскоре будет действовать, потому что у вас появится яркая возможность или хорошая идея. И вот как будто бы, видите, волшебная палочка в этой колоде. То есть она исполняет какие-то ваши мечты и желания. Поэтому высшие силы сегодня явно на вашей стороне. Они вас благословляют и говорят о том, что скоро у вас впереди очень яркий период жизни. Итак, давайте наш расклад начинать. Кто ко мне пришел на гадание сегодня? Пришла 9 кубков. Ну, человек, довольный жизнью, в принципе, как бы считает, что не сильно хуже других живет, да, или не хуже других. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы. Но сейчас, возможно, вы в расслабленном состоянии находитесь в жизни или просто на момент, когда смотрите это видео. Может быть, вы отдыхаете, прилегли и решили видео посмотреть или там расслабиться с чашечкой кофе, там со мной, да, посидеть, там попить чай, кофе или какие-то другие напитки. И, соответственно, вы в зоне комфорта находитесь. Вам хорошо, приятно, вам тепло. Также эта карта, говорящая о том, что мечты могут стать реальностью, и вы это знаете. Вы верите в это свято. Поэтому это уже позитивный какой-то настрой для любого человека, я считаю, очень полезный настрой. Потому что если человек думает о том, что его мечты могут сбыться, что ж, это первый шаг к тому, чтобы, правда, эти мечты в реальность реализовать. Хорошо, давайте вот сюда отодвинем, потому что у нас будет выкладка карт на вопросы. Да? Итак, что у нас сейчас? Что сейчас? Сейчас 3 кубков. В жизни что-то хорошее, светлое, веселое происходит. И я считаю, что эта карта
всегда показывает близость праздника, близость какой-то вечеринки, может быть, дня рождения, свадьбы, дискотеки, что-то отмечать. Что-то будете отмечать или уже даже отмечаете. Вы знаете, карта такого приятного времяпрепровождения с друзьями, подругами, приятного общения. В жизни могут исполняться по этой карте желания, что-то светлое происходить, что-то счастливое, что-то радостное. Я вообще эту карту считаю очень положительной. Она всегда говорит о теплоте душевной и о том, что как вы проявляете эту теплоту к другим людям, так и они отвечают вам. Конечно, эта карта всем приятна и всем нужна, потому что она развеивает печаль, тоску, переживания, она дает оптимизм, она дает веру в будущее. И у вас первая карта подтверждает, что вы знаете, что ваши мечты могут стать реальностью. И именно сейчас тройка кубков, то есть вы готовы воплощать эти мечты в жизнь, готовы исполнять свои желания, готовы идти к тому, чтобы ваша жизнь была более счастливой, конечно. И готовитесь, может быть, к какому-то торжеству, празднику, да. Что-то, может быть, для вас скоро будет очень веселое, счастливое. Также, ну, как будто бы общение с близкими людьми, которые действительно к вам проявляют много тепла и заботы, и считают, что вы их человек. Ну вот есть у нас свои люди, да. Что у вас через час? Что через час? Через час это не обязательно ровно через час, да? Это что-то близкое на пороге. Вот он туз жезлов. Взмах волшебной палочкой. И вот они, мечты, уже воплощаются в жизнь, да. Вообще, туз жезлов прекрасная карта. Она показывает яркую возможность, яркую идею, может быть, которую вам нужно срочно записать, если она придет через час в голову. Также это может быть резко неожиданный какой-то всплеск энергии огненной, то есть звонок, страсть, проявленная от кого-то к вам, то есть резкий интерес к человеку к вам. Вам могут позвонить, написать, с вами о чем-то говорить или даже знакомиться. Все зависит от времени суток, когда вы смотрите. Конечно, эта карта очень позитивная. Она опять же говорит о том, что на вашей улице наступает праздник, наступает очень благоприятный период. Могут быть чудеса настоящие, могут быть воплощения каких-то ваших аффирмаций, манифестаций, позитивных мыслей о себе. То есть это все может воплощаться уже на физике, в реальность, и вы будете удивляться этому. Ну ничего себе. Карта внезапного интереса. Вас может что-то заинтересовать, то, что вас вдохновит, и то, что очень вас воодушевит, и вы начнете это делать с творческим подходом, с интересом. И, конечно, это может увлечь вас на много времени, на многое время. То есть, там и на несколько дней, и на кого-то на несколько лет, да, кого-то на несколько часов. Почему бы и нет? Что было? Недавно, конечно, да, что было. Паж кубков. Тут прям кто-то вам любовный напиток принес. Вот вы знаете, эта карта, она показывает, возможно, сюси-муси там с противоположным полом, например. Кто-то испытывал недавно к вам романтичные чувства, кто-то мечтал о вас, кто-то говорил вам, может быть, слова любви или комплименты. Карта любовная, конечно. Она часто говорит о том, что один человек другому проявляет очень много теплых чувств. Какое-нибудь интересное знакомство с человеком, который вам понравился. И также эта карта, вообще просто светлых людей в жизни. Может быть, недавно вы общались с каким-то приятным, светлым человеком. Еще это карта ваших хороших мыслей. То есть вы явно недавно были настроены очень позитивно, мечтали о чем-то, радовались чему-то и также проявляли, может быть, к кому-то любовь, причем, скорее всего, взаимную. Может быть, это даже, не знаю, с кем-то посиделки, выпивка, но в очень такой приятной, дружественной или любовной обстановке, свидание, например. Общение по интернету такое, знаете, светлое. Кто-то даже небольшой комплимент сказал, и уже приятно, и душа поет. То есть вот такая теплая карта. Также карта показывает творческий процесс, то есть вы были увлечены, вам это нравилось, вы кайфовали от этого творческого процесса.
Все 4 карты уже, согласитесь, очень положительные выпадают. Прямо интересно стало. Что будет? Что же будет? Будет победа. 6 жезлов. Карта к карте. Конечно, это показывает то, что у вас очень позитивный настрой, и много каких-то полоса приятных событий пошла, то, соответственно, будет состояние победы, триумфа, и, может быть, была какая-то проблема, которую очень хотелось преодолеть. Может быть, были какие-то в жизни тоже препятствия, да, через которые удастся перешагнуть. Бывает, человек долго шел к славе, к успеху, к достижениям, там, к повышению по карьере, да, в карьере у вас там новый кабинет, может быть, новая должность, повышение заработной платы. 6 жезлов, она такая, она показывает, ну, с кем-то ведь вы, наверное, соревновались, раз вы пришли к состоянию триумфа, то есть вы будете чувствовать, ощущать победу. Может быть, вы сражались там, не знаю, с болезнью. Может быть, вы сражались с нищетой, с кредитами своими сражались. То есть вы ощутите, да, я победил или победила. Да, у меня все получилось. Да, теперь все хорошо. Я могу идти дальше. Я чувствую силу. Я чувствую, что меня поддерживают те люди, которые шли за мной там, да, или вместе со мной. У меня есть поддержка, у меня есть позитивный настрой. Я знаю, что Бог на стороне тех людей, которые мыслят позитивно, а не негативно. Но это так и есть на самом деле. Вселенная, она же настраивает свои ритмы на те волны, которые вы источаете. И если вы источаете хорошие волны, она настраивает все вокруг вас на хороший лад. Если источаете плохие волны, сами понимаете о последствиях, да, судите о последствиях в итоге на практике. Поэтому здесь и настрой позитивный, и в итоге позитивный результат. Так, что на дороге? На дороге у вас что? А на дороге 3 жезлов. Вы действительно можете собраться в путь. Карта показывает вплоть до того, что посетите какую-то другую страну. Между прочим, действительно пора куда-то ехать. Если на дорогу выпала 3 жезлов, это уже составленный план или купленные билеты, или в скором времени вы купите билеты и вам придется куда-то отправиться. Карта показывает чаще всего изучение нового менталитета, иностранных языков, поэтому это может быть, как я предполагаю, другая страна, ну или другой далекий от вас регион, где живут другие народности. Ну, не знаю, там из Москвы в Чувашию, да, там, или из там, Одессы в Польшу, или еще что-нибудь в этом духе, понимаете? То есть идет как будто бы смена обстановки очень серьезная такая, и вам все вокруг интересно, вы вертите головой, осматриваетесь. То есть место может для вас быть очень даже новое. Ну, либо просто вы соберетесь в очень позитивную какую-то дорогу, путешествие, и в этом путешествии вам нужно что-то изучить, но и сама по себе дорога благословенна для вас, потому что карта хорошая. Она говорит о перспективах в этой поездке. Но дорога действительно будет. Что у вас на пороге? Что на пороге сейчас? Это рыцарь кубков, мужчина. Мужчина с кубком, то есть с любовью к вам. Если вы женщина, явно мужчина какой-то будет проявлять к вам чувства в очень скором времени. Говорить о своей любви, дарить подарки, проявлять знаки внимания, позовет на свидание, окружит вас любовью, заботой. Да? Если вы мужчина, вы будете кому-то проявлять чувства, ухаживать за девушкой, она вам будет очень дорога, вы любить ее будете, или она вам будет нравиться, и вы постараетесь всячески, ну вот просто поухаживать, поокружить ее своей любовью и заботой, да. То есть, если вы женщина, вас окружат заботой, если вы мужчина, вы окружите кого-то заботой. Конечно, это карта высоких чувств, романтических отношений. И, соответственно, когда мы видим рыцаря кубков, мы понимаем, что на пороге любовь, на пороге много страсти, да? Много любовных приключений, много общения с любимым человеком. Если у вас еще нет любимого человека, какой будет у вас бурный роман в скором времени. Так, что у вас к вечерочку? Давайте смотреть, что к вечерочку. 3 пентаклей, планы составленные вместе.
Может, с подружками или с друзьями что-то будете планировать. Или даже если вы будете делать это в одного, то очень увлекательно. Прям план работы будете составлять, что-то творить, что-то, может быть, даже уже делать к вечерочку. Многие люди вечером, ночью любят заниматься своим творчеством, своей работой. И карта показывает деятельность такую прям всеобъемлющую, которая занимает все ваше существо, все ваше сознание. Увлеченно работаете, увлеченно что-то творите. Так, извиняюсь, уже толкаю стол, сейчас его разрушу тут. Так, что будет на всю ночку у вас? На всю ночку правосудие. Вы знаете, карта правосудия, она показывает, что вы включать будете ночью почему-то логику, здравый смысл. Постарайтесь понять себя и понять, что правильно для вас. Более того, вчера обсуждал этот момент на раскладе послания от Ванги на канале Школа Таро. И там я говорила, что правосудие – это некое идеальное состояние баланса и справедливости. Именно так Ванга сказала, да, вот когда я это послание от нее принимала. И невозможно достигнуть этого идеального состояния. Поэтому осуждать себя ночью не вздумайте ни за что, приводить себя, да, в зал суда перед самим собой или самой собой, потому что у каждого есть ошибки, нет людей без ошибок. И судить себя – это идти против Бога. Потому что если вы как-то поступили, значит, по-другому не могли, значит, вы свой урок усвоили, так скажем, да, помучились, и хватит на этом. То есть вы это отработали. То есть, когда вы урок усвоили, значит, это отработано. Если вы больше никогда так не сделаете, все, на это можно ставить галочку, что это уже за спиной. Но постоянно возвращаться к этому не стоит. И также обвинять других. То есть мы все ошибаемся, и вы не безгрешны, и другие люди. Если вы видите, что человек что-то понял, ставите галочку, значит, он усвоил. Если он ничего не понял, тем более об этом думать не стоит, просто с человеком общаться не стоит. Или если вы любите, общайтесь, тогда вы будете наблюдать этот процесс ошибок, пока человек не поймет. То есть вот именно так. Хорошо, дальше, значит, чем дело кончится? Чем дело кончится, какое бы то ни было. Мужчина, король мечей. Дело кончится мужчиной строгим, может быть, какой-то специалист в каком-то деле поставит точку, поможет, разрулит. Вот у меня такой сейчас мужчина есть. Вот, да, там я консультируюсь с одним человеком как раз. И я думаю, что у каждого может быть какой-то специалист, с кем консультируешься, и он какие-то проясняет моменты, да, там, например, в законодательстве, в медицине, там, я не знаю, да даже в декорациях мебели там, или в строительстве, да чем угодно. То есть вам, чем дело кончится, мужчина сможет разрулить ситуацию какую-то и дать важную консультацию, прояснить вопрос. Может быть, он знака воздуха, да, или с асцендентом в воздухе. Чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Туз мечей. Туз мечей – это карта кардинальная, она показывает начало, она показывает прорыв в жизни, и она всегда говорит об очень хороших идеях. Ваше сердце успокоится тем, что вы придумаете что-то, как организовать свою жизнь, себя по-правильному, и на этом вы удовлетворитесь. Я знаю, как мне действовать. Также туз мечей – это получение каких-то важных бумаг, поэтому вы можете в скором времени получить документы, которые, может быть, давно ждали, и которые будут правильными, возможно, благодаря королю мечей. Так, и что всему конец положит? Последний вопрос. Что всему конец положит? Это двойка жезлов. Двойка жезлов держит у нас земной шар в руках, то есть весь мир на ваших ладонях перед вами. И вы можете покорить этот мир, вы можете сделать все, что вашей душе угодно, вам это не запрещено. Два жезла – это прошлое и будущее. К чему вы больше склоняетесь? Хотите ли вы остаться в прошлом или идти в будущее? Вам придется решать.
И всему конец положит то, что вы расстанетесь с прошлым и пойдете в ваше новое будущее, счастливое будущее. В этом вся суть. То есть вы должны научиться расставаться с тем, что было. Отпускать то, что было. Любые прошлые отношения, ошибки, дома, если вы уже их покинули, вещи. То есть вы должны просто это прошлое отпустить и идти в будущее. В этом у вас и конец, да, конец одной истории, начало другой в жизни. Поэтому благословение вы получили, у вас очень много позитивных карт, победа за вами. Скоро все будет очень хорошо, плюс любовное свидание. Я считаю, что напутствие от карт замечательное. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.